Ну, во-первых, мы очень активно участвовали на этом Восточном экономическом форуме. Мы долго готовились, понимали роль этого форума, учитывая то, что в последние годы сделана определенная ставка на развитие Дальнего Востока со стороны руководства нашей страны. И, конечно, ключевым на этом форуме было выступление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы хотели услышать, на какие вопросы обратить внимание, на что должны сегодня определены приоритеты и какие механизмы будут поддерживаться со стороны государства, поддержку субъектов Дальнего Востока, бизнеса и, конечно, наших международных отношений. Ну, Якутия очень большое внимание уделяя своим проектам. Мы ставили перед собой конкретные задачи. Прежде всего, конечно, обратить внимание инвесторов для реализации тех или иных проектов, которые мы презентовали. Наши проекты были поддержаны Министерством развития Дальнего Востока. И, конечно, при этом конечным результатом должно было быть, чтобы мы проекты полностью четко представили для конкретного участия тех или иных инвесторов со стороны китайских, с которыми мы хотели очень много иметь в виду, ну и других. Что получилось сегодня? Сегодня получилось прежде всего то, что мы заключили 13 соглашений, из них 8 соглашений на официальных площадках непосредственно форума, и остальные соглашения были заключены между предприятиями вне площадки. Так. Это для нас очень важно. И, например, мы сегодня заключили соглашение с федеральными структурами решить те или иные проблемы на территории Якутии. Это имеется в виду агентство по лесному хозяйству. Мы заключили с фондом промышленным, которые должны были обратить внимание нашим промышленным проектам. Сегодня мы заключили соглашение и с хозяйствующими субъектами. В частности, мы понимаем, что Роснефть, крупнейшая компания нефтяная, уже находится на территории Якутии, начинает работать. Поэтому попросили все-таки четко определить ориентиры взаимодействия и в итоге заключили тоже соглашение. Дальше мы на этой площадке пытались непосредственно контактировать с теми или иными инвесторами. Особое внимание было уделено Китайской Народной Республике на фоне того благополучия, которое создается двумя лидерами. Это лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и нашим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, начиная с шанхайской встречи прошлого года в мае месяце, где я непосредственно участвовал. Да. С того момента сегодня у нас ситуация абсолютно изменилась в лучшую сторону. И китайские инвесторы, китайские власти, китайские субъекты, они очень активно себя сейчас ведут. Они понимают, что Дальний Восток – это не паханое поле с точки зрения инвестиционного участия, поэтому им очень интересно работать с теми или иными предприятиями или субъектами Российской Федерации. В частности, на этой волне мы встречались с губернатором провинции Хулинцзян, который был заинтересован в установлении более тесных контактов, и господин Лухао согласился с теми предложениями, которые мы озвучили. Прежде всего, речь идет о создании на горизонтальном уровне рабочих комиссий, минуя межправительственных комиссий между Россией и Китаем, между комиссией по сотрудничеству Дальнего Востока и северо-восточных территорий Китайской Народной Республики. Нам необходимо и на горизонтальном уровне работать. С этой точки зрения у нас предложения как бы восприняты. С другой стороны, мы предложили, чтобы провинция Хулинцзян все-таки работала в составе Международного
международной неправительственной организации «Северный форум». Это предложение они приняли тоже к изучению, я думаю, они это поддержат. Потому что Китайская Народная Республика тоже заинтересована, как и другие несеверные страны, изучать Арктику, попытаясь участвовать в тех процессах, которые сегодня происходят вокруг арктических регионов мира. Дальше были непосредственные переговоры с компаниями, с учетом того, что мы на территории Якутии пытаемся реализовать и конкретные проекты, это нефтяные, это строительные, это инфраструктурные принципы. И во всех встречах китайская сторона принимала очень активно. Дальше мы на этом форуме все-таки хотели получить поддержку и правительства Российской Федерации, соответствующих министерств и ведомств. И здесь тоже очень хорошая почва создана. Сегодня, вот, в частности, при встрече с руководством и Министерства финансов, с руководством Министерства экономики, руководителями экономического блока администрации президента, они сегодня все это поддерживают и понимают усилия Республики Саха-Якутия с точки зрения активизации стратегической инициативы, связанной с инвестициями. Дальше мы, Республика Саха-Якутия, здесь представлены в конкретных круглых столах, конкретных секциях. Здесь наши специалисты, наши руководители принимали очень активное участие. Я непосредственно участвовал в 2 секциях с конкретными предложениями, выступлениями. Это, во-первых, новые драйверы развития алмазно-бриллиантового комплекса мира. Здесь были привлечены на обсуждение ведущие эксперты в этом направлении, которые работают во всем мире, участвуют на мировом рынке. И, соответственно, здесь было выступление и президента компании, господина Жаркова, и, соответственно, и наше выступление. Я вопрос ставил таким образом, что сегодня, когда обсуждаются вопросы развития алмазно-бриллиантового комплекса, конечно, нам необходимо на федеральном уровне, на региональном уровне принимать меры по поддержке обрабатывающей промышленности, ювелирной промышленности. И тем более сегодня уже обсуждается проблема создания алмазной биржи на территории Дальнего Востока. Такое предложение было уже озвучено давно. В связи с этим мы предложили о том, что к этому делу надо относиться очень серьезно. Надо выполнить 3 условия. Первое, это речь идет о приведении в соответствии федеральных наших российских законов в соответствии международным нормативным актам, потому что это уже выходит за рамки Российской Федерации взаимодействия диамантеров. Второе, это необходимо на территории Российской Федерации создать условия комфортного продвижения самих алмазов, сырья и бриллиантов. Ну и в-третьих, конечно, нам необходимо понимать, что если мы идем на создание такой структуры, то мы должны понимать, что мировая алмазная биржа тоже должна принять в свой состав это наши биржи. В этих условиях может создать на любой точке нашей страны такую структуру. Вот это было с моей стороны подчеркнуто на этой встрече. Но вторая секция – это очень важная, ключевая секция, где рассматривались именно роль руководителей субъектов Российской Федерации по развитию предпринимательства и созданию инвестиционной активности. Но мне очень было приятно то, что Республика Саха-Якутия была представлена как субъект более с активной позицией, и как пример приводился, потому что мы имеем очень хороший национальный рейтинг в Российской Федерации, как инвестиционно активные Якутия мы имеем и не только национальный рейтинг, но имеем и международный инвестиционный рейтинг. Это очень важный момент. Во-вторых, мы все-таки в этих вопросах работаем более системно. Речь идет о том, что
у нас, кроме принятия стратегии развития, инвестиционного развития республики, мы имеем соответствующие структуры, в частности, речь идет о агентстве инвестиционного развития, которое непосредственно формирует нормативную правовую базу. Мы имеем специальную структуру, хозяйствующий субъект, который упакует инвестиционные проекты на территории республики, оказывает помощь, это корпорация Якутия. Мы, кроме того, имеем институт развития по поддержке предпринимательства. В частности, речь идет о созданных наших инкубаторах, бизнес-инкубаторах в районах. И речь идет о созданном технопарке, который сегодня существует в Якутске и в Нюрнберге. И речь идет о поддержке предпринимательства с точки зрения интеллектуальных деятельности. Это речь идет об идеях, которые есть. Это речь идет о венчурном фонде. Сегодня речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса с точки зрения поддержки это фондом предпринимательства. И, конечно, та позиция, которая сегодня выбрана руководством республики, поддержкой предпринимательства именно по их инициативам, сегодня здесь работа очень большая ведется. И в результате мы видим конкретные итоги. И сегодня активность есть, люди стремятся к предпринимательству. Мы понимаем, что это решение не только экономической задачи, но это и социальной, потому что речь идет об обеспечении самозанятости. Ну и здесь же вопрос поднимался и по инвестициям. Республика сегодня занимает свое достойное передовое место на Дальнем Востоке. Мы по привлечению инвестиций имеем большой объем, и при этом на душу человека и по показателям экономики, и по инвестициям входим в шестерку первых регионов Российской Федерации. Поэтому мы все это рассказали, как надо делать. И здесь роль руководителя субъекта тоже понимается абсолютно правильно, потому что мы сегодня любое предложение, которое озвучивается со стороны предпринимателей, мы принимаем и стараемся их реализовать. Мы очень много вопросов поставили перед федеральным центром, пользуясь площадкой Государственного совета, заседания Государственного совета, пользуясь вопросами, которые рассматривались на уровне правительства Российской Федерации. Все это, конечно, дает конкретно какие-то свои положительные такие результаты. Но кроме того, на этом форуме Республика Саха-Якутия была представлена со своей культурной программой. Дело в том, что в рамках форума была создана специальная улица регионов Дальнего Востока. И я хотел бы, пользуясь моментом, поблагодарить наших представителей культуры, наших представителей тех или иных учреждений, которые очень ответственно отнеслись к этим мероприятиям. И мы увидели, насколько достойно была представлена республика на этой площадке. В общем, было очень красиво. И получили достойные оценки тех, кто посетил эту улицу. Хотя и другие субъекты старались, но Якутия выглядела намного лучше. Но мы, главное, думаем, что добились своей цели. Достойно были представлены наши проекты, 19 проектов. И здесь и было представлены и инфраструктурные проекты, и те проекты, которые были связаны с развитием территории опережающего развития, в частности, проект Кангаласы, который уже утвержден правительством Российской Федерации. Интерес был очень большой. Были проекты, связанные с переработкой нашей собственной продукции. В общем, по оценке экспертов и по оценке тех организаторов этого форума, республика и в этом плане была представлена очень достойно. Поэтому я, пользуясь моментом, хотел бы прежде всего поздравить жителей республики с успешным участием нашей делегации, которая достойно представила нашу республику на этом форуме. И, во-вторых, организаторов, которые активно принимали участие в подготовке участия. И, соответственно, мы ожидаем больших результатов.